ото трансформатор, а ото наш дом. І там і от дома, скрозь перед дом провода до того стовба. На тому місці стоїть стовп другий. У 60-е годы минулого стагоддзя у населенном пункте проходила масштабная электрификация. На подворку Евы Берыла з'явились линии электропередач и трансформаторы, якія, по словах жанчыны, у все годы негативно уплывали на стан здоровья членов семьи. Менавіта тады, сцвярджае Ева Миколаевна, улады пообещали побудовать им новый дом. Там стояв сусідський дом, а тут, а чого ви їхнім городом не вели? А вони сказали на мені, хороше, Єва Ніколаївна, таких же не будемо відселяти, а вам же дадуть жилье. Тим не менш, у чеканні безплатного жылля сім'я Берыла побудувала уласний цегляний дом, у яким і прожила усе життя. Пройшли десятигоддзі, змінилася улада, і з 1995 года, говорить Ева Миколаевна, почала звертатися по місцю жихарства і у райвиконкам з просьбою виконати обіцяне. У нее находится в собственности 1/2 часть одноквартирного жилого дома в деревне Дребск. 54 метра квадратных общей площадью жилых помещений. 1/2 доли принадлежит ей, а 1/2 доли принадлежит ее дочери. В настоящее время в данном доме зарегистрировано место жительства Евы Николаевны и ее сына. На учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, ни Ева Николаевна, ни ее сын не состоят. Оснований для предоставления ей жилого помещения не имеют. Зверталася Ева Миколаевна і до обласної влади, стверджала, що дом для проживання непридатний. Однак отримала такий ж отказ. Государством установлен порядок признания дома непригодным для проживания. Ева Николаевна за признанием ее дома непригодным для проживания не обращалась в райисполком. Но в то же время данный дом, он 73-го года постройки, кирпичный, благоустроенный, имеется газовое отопление. Ева Миколаевна з такими отказами не погоджається. Однак відавочна, що обіцяння, дадені більш за півстагоддя тому уладами, які давно здали свої повномоцтви, аргумент сьогодні більш чим сумнівний.